Сегодня у меня в гостях Марсель Шишенов. Это известный за рубежом графический дизайнер из Кыргызстана. И перед началом подкаста я хочу показать несколько его работ, чтобы вы понимали уровень нашего гостя. Ничего себе, Adidas это сделал, да? Еще и украли, да? Да, может казаться диким, нереальным, безбашенным. Ночью, да, 2 часа ночи, гениальная идея, где мой этот? Записываешь, потом думаешь, это слишком... Всем привет, это Милан Мураталиев и Мурас подкаст 9 серия. У меня в гостях гениальный дизайнер Марсель Кененбай Шишенов или Кененбай Марсель. Кененбай Марсель. Отлично. Давно вас не видел, Марсель. Очень рад вас видеть. Вижу, вы сильно изменились в стиле, стиль одежды изменился. Взаимно. Вообще классные изменения. Наверное, внутренняя трансформация идет вовсю, да? Да. Какие у вас есть какие-то жизненные осознания за последнее время, такие очень важные, переломные? Вам сейчас уже сколько лет? 44. 44. Как раз время, наверное, после 36, но есть же по 12 лет, 12, 24, 36, и там следующий идет 48, да? Я думаю, вы уже к какому-то квантовому скачку готовы, либо уже прошли. Вот я хочу услышать, какие большие философские или жизненные осознания у вас были за последнее время, тем более мы уже не общались там, может быть, больше года, да? Да. Мне очень интересно, чем вы сейчас занимаетесь, над чем работаете, какие есть достижения, что творится в дизайне, может быть, какие-то новые прорывные проекты, может быть, какие-то сильные изменения, да, типа. Все это интересно. Вообще, Марсель Вальке — это очень интересный собеседник, потому что человек очень творческий, гениальный. Его работы, 2 работы, да, вошли вот топ-100 по упаковке. Да. Как называется этот каталог? Это онлайн-ресурс, во-первых, это Packaging World, раньше назывался World of Packaging, сейчас называется, да? И по упаковкам, по дизайну самый такой распространенный, самый популярный издание, да? И там вошел 100 лучших упаковок, не знаю, какой-то период идет там, за последнее время. Я помню еще, мы когда последний раз общались, вас звали в агентство Бибидо, да? Это Грей, GeForce Grey. Пару раз пообщались насчет работы и по каким-то критериям, то есть они согласовывают годовой бюджет, да, и там такие первый раз, а второй раз я уже начал свою работу, как бы не имело смысла. То есть, да, это был бы опыт очень нужный, да. Мне не пришлось бы там 4 года там ошибаться, доказывать, там покинуть некоторые проекты, потому что вообще невозможно, не понимают люди, да. То есть зачем им нужен бренд, да, ребрендинг или редизайн, неважно. Они не ценят, не понимают, и дальше нет смысла, потому что ты нарисуешь, потом это не будет жить. Нет смысла. Отлично. Давайте начнем, наверное, с хайповых тем каких-то. Вообще мне интересно, чтобы вы рассказали про историю с Адидасом. История. Можно, да, сделать такой шаг назад? Давай. То есть первый вопрос, что происходит, да, там затрагивал таких философских, там, экзистенциальных, да, вопросов. И я получил, сполна, да, то есть таких уроков и умозаключений. И каждая ступень — это определенная философия, да, придерживаешься. То есть раньше было около 3 года я жил с моттой, да, с лозунгом, месседжем таким онлайн. Онлайн? Да, и легко? Очень органично, естественно, перешли на кыргызский язык, да, онлайн, да, на кыргызском это слово означает
легко, да? Легко, easy. Но если разобрать это слово на части, как этимология, да, получаем он — это правильный, правый, да? Ой, мысль. Правильное мышление приведет к тому, что это все, что ты делаешь, получается легко. Да, и одно слово внутри содержит, как добиться легкости. М. Это очень глубокая философия наших предков, да, получается. Я этим жил 3 года. Потом думаю, после вот этих баталий, да, то есть хочешь донести очень простую мысль. Вот легко должно все. То есть я займусь своим делом, вы занимаетесь своим делом, и вы рассказываете, и я рисую. То есть согласуем и идем дальше. Потом сейчас думаю, чуть противоречиво, да, возможно, ну, и так, возможно, давно это истина достигли, да, постигли, короче, никто никому ничего не должен. То есть у нас сейчас у меня брендинговое агентство, и там все ребята, каждый сам по себе, и просто собрались, и всем кайфово. То есть наша компания постоянно вайб такой, да? Творческий. Творческий, свободный, да. Никто никого не контролирует. То есть сами хотят ребята, да, брейнштормим. Есть такие удивительные ребята там, каждый по-своему, да. Я думаю, он выше меня, лучше, глубже понимает и круто реализует, допустим, по дизайну, да, и по генерациям идей тоже. Раньше я как локомотив впереди, короче, всех бежал, да, а сейчас могу порасслабиться, спокойно, свободно дышать, да, и тянуть все это самому. Если ребята еще круче идею предлагают, я такое смотрю, вообще это кайф, взрыв мозга, и такая нереальная идея, проекты ведем. Вот последние изменения. Отлично, отлично. Если затрагивать глубокие темы, да, Да. то я думаю, что вы уже подошли к возрасту, когда уже думаете о наследии. Ну, то есть, что вы оставите после себя? Часто посещают такие мысли? Нет, раньше я думал, зачем мне что-то оставлять, чтобы жить, просто быть человеком, да? То есть есть люди, которые ничего не принесли, в том плане не помнят, история не помнит их, даже имена. А некоторые есть имена, не знаю, вот самый богатый спортсмен, да? Мгм. Какой-то Диокл, да? Сложное имя. Грек, короче, на вот этих На колеснице, который колесницах, гладиатором да, был в Риме. на колесницах гоняли, короче, он как Формула-1 гонщик, пилот Формулы-1, допустим, получает год 45 лямов, и там он супер богатый, да, а он больше, типа, зарабатывал. То есть где-то там богаче, чем самого Цезаря, да? Да, такие имена есть, история есть, легенда, все есть, но не все знают, да? И если так сравнивать, то есть я отказался от этого, да? Типа, зачем мне что-то оставлять? А с чем я ухожу в иной мир или завершу свой путь, вот это важно думал, но сейчас не специально, да, вот хочу написать книгу, и, возможно, это останет таким legacy, да, как Мурас, как раз подкаст называется, да. Вот, само собой получается. А про что будет книга? Это называется, книжка называется «Сөз атас» на кыргызском.
То есть прародитель слова, то есть это... Философия кыргызского языка, да? Да, можно сказать. этимология. Этимология. Этимология такая энциклопедия, антология кыргызских слов и значений. То есть там не только по этимологии разбивают, там, например, по концепции, понятию, по философии, допустим. Опять, оңой — это легко, и еще синоним есть такое слово. Оңой — жеңил. Допустим, это две значения имеет сразу, да? Ты легко и проиграть. Проиграть. Отпусти, да? Да. Вот, типа отпусти. Да, камон, но Расслабься. если у тебя не получается тонну, да, передвинуть, ну, сдавайся, все, не получается. И отойди, посмотри под другим углом, как можно это сделать. То есть, не знаю, кто там, Архимед, да, говорил, да, и точка опоры. Я переверну планету. Да, типа, да. А потом технология как бы есть помощь зала, да, друга, позвонить. Давайте вот это передвинем. Вот так и собираются люди. То есть у нас вот такая жеңил, да, вот. Я думал, вот их бегал за канатом и талгатом, там Сетхантит, да, от IT-компании. Это изначально провальная идея. Да, у них денег много, да? Да. И у них очень комфортно, тепличных условиях работать, но где-то там, если один продукт пилишь там, не знаю, 5 лет подряд, ну, чем-то таким творчеством хочется позаниматься. Ну, после работы собираемся, чух-чух, раскидываем там. Вот юмора, хохот. Не хватает, короче говоря, да? Нет, процесса вот этого получается. Нет, я имею в виду, в эти компании не хватает им вот этого творчества, юмора. Да, команды но какой-то, да. это не вне работы. В работе тоже, возможно, есть такие моменты, но у нас каждый раз новые идеи обсуждаются. Из-за этого фреш, да, постоянно свежее, что-то такое. Вы сказали про вот это жеңил, Мгм. типа сдайся, да? Да. Я такие ощущения чувствовал, когда стоял на гвоздях. Недавно я где-то месяц назад примерно встал на гвозди. Ну, для того, чтобы как-то разобраться с собой, там, Да. как-то, не знаю, получше почувствовать свои чувства, вот что-то в этом роде. Я не смог, кстати. Я 6 раз попытался, и каждый раз адская боль. Да. Я думал, у меня какой-то высокий потолок устойчивости к боли, да? Но оказалось, что там такая, как зубная боль, там нереальная. Да, типа. Да. То есть ты так встаешь где-то секунд 10, все, я не могу, короче. И каждый раз вот разум начинал там типа, да ты не знаешь методику вставания, надо загуглить, надо изучить, потом встанешь, короче. А вдруг ты неправильно встанешь, там проткнет там или что-то еще, да, короче. Ну или сачкуешь, а не вернись, короче. И в конце концов я вот инструктора спросил, а если я заплачу, станет легче? Ну, то есть смогу я встать? Она такая, ну, не знаю, попробую. Я как начал плакать, начал орать, короче, начал какие-то вещи говорить, которые, в принципе, у меня в голове не было, да? Грубо говоря, жаловаться на жизнь, да, типа, что я устал, что я слабый, я не сильный, короче. И что самое интересное, в тот момент, когда я сдался, не стал бороться с этими гвоздями, я принял это, я перестал чувствовать боль. Я где-то минут 6 простоял, там, не знаю, накричался, чуть-чуть себя понял, я понял, что эго очень сильно, оказывается, защищает нас и мешает развиваться, да. Вот это я точно понял, потому что я как бы со стороны смог взглянуть на свое эго, и это мне помогло лучше себя познать каким-то образом. И вот вопрос в лоб. Марсель Оке, вы чувствуете себя гением? Да, и аналогичный вопрос ждал от тебя. Типа, ты эгоист, да? Нет. Нет, это очень взаимосвязанные вещи.
То есть, Гений эгоизм, что ли? да, то есть, ну, под, наверное, определенным углом так кажется, да? То есть, ты если любишь, вот, любить себя это здорово, да? Но когда перешагиваешь за черту, это эгоизм, да? И ай-яй, это все плохо, да? Но ты никогда не узнаешь вот этот грань, если не будешь перешагивать. То есть с каждым разом пробуешь, там, здесь красная линия, окей. И что, вы Да. перешагнули? А? Перешагнули? Да, много раз, и каждый раз все Лучше и лучше. чуть четче видишь границу. И как бы и для этого надо принять вот эгоизм, да? Это окей, у всех бывает. И ну, степень у каждого свое, да? Вот, например, зачастую, допустим, если брать как пример Стив Джобс там или Ричард Брэнсон, допустим, не знаю, вот Илон Маска взять, они такие тираны, да, о них говорят, типа он был тираном, токсичным, невыносимым, требовательным, еще каким-то. И, как правило, они ушли с работы, да? Вот эти инженера, также крутые, да? Просто они не сработались. То есть ты представь себе, что ты впереди планеты, как локомотив таскаешь, да? То есть технологии, да? Ракетостроение, автомобилестроение, не знаю, вот новый гаджет, да? А там новые миры, там возможности. То есть у нас там иллюстраторов много, да? Детей. То есть знакомый спрашивает, что брать для иллюстрации, там, анимации для своего ребенка. Конечно, iPad, да? Apple Pencil. Вот, и много их. То есть они будут лучше нас. То есть не надо переживать насчет дизайна флага. А наши дети сделают такую конфетку, блин, весь мир будет восхищаться, да, вот это смелость, вот это передовое, да, нереально, вот сделано кыргызы. В плане госсимволики не обязательно флаг, да. Думаю, будет круто еще. Так что, ответ на вопрос. Вы считаете себя гением? Да, черт возьми, я гений. Я долго сопротивлялся, то есть близкие друзья, те, кто меня близко знает, или даже вот вместе поработали, там, интерьер-дизайнеры из Казахстана, не знаю, разные, да, те, кто реально видит особенные вещи, да, то есть какой-то талант, допустим, в моих работах, они спрашивают, почему ты здесь, в Кыргызстане? Они там в Америке, в Европах. На расхват просто езжай туда и ты заберут, да, сразу. Да, это было бы классно, но не было возможности, но с другой стороны что-то держит, да, какой-то якорь. Это давно так придерживался, жил, транслировал такую идею. Зачем ехать за рубеж, чтобы зарабатывать или стать крутым? Ну, зарабатывать, да, можно поехать, но стать крутым, то есть в Кыргызстане вполне можно. То есть мы сделали это, да, в 2010 году, да, и фестиваль погремел везде, и потом Adidas выпускает такой Adidas, да, и не деласыңар, да. Надо, наверное, зрителям рассказать. У нас с Марсель Байке была дизайн-студия Турарт. В 2010 году мы начинали. И мы сильно взорвали. Мы сделали брендинг с Курской области. Супер крутой. Я до сих пор горжусь этой работой. Я думаю, возможно, это одно из лучших, что вообще, к чему я был причастен.
И кроме этого, у нас эта же работа, да, по-моему, в фестивале в шорт-лист попала. Да. Еще Adidas, по-моему, Да, попал еще в шорт. Adidas тоже попал. Adidas — это был концепт Марсель Ваке, где просто футболка, написано Adidas, и там еще расшифровка была. Some suggest just to do it, Adidas. Отсылка к Nike, что некоторые предлагают сделать это, Просто, да? просто сделать это, а Ади делает, типа Adidas. Как это называется, когда Игра словами, игра слов, да. игра слов. И в конце концов Adidas выпускает такую футболку Adidas. Мы им этот концепт предлагали, Да. писали, у нас переписка была, но в конце концов так получилось, что они как будто кинули, да? Да, они ответ получили, типа, nice, и все, да, и как бы потом через год мне звонит один дизайнер, друг, короче, Марсель, ты, спрашиваю, не украл вот этот концепт Adidas дизайн? Говорит, какой Adidas, короче, вот этот Ади делает Adidas. Такой, нет, зачем, да, украсть чью-то работу. Он говорит, вот тут в магазине официальном адидасовском стою. И фотографию скидывают. Нет, говорит, там футболки худи Адидас. И такой, чего? А ну сфотай, говорю, нет, нельзя, не дали сфотать, короче. Я такой, лечу, короче. Первая мысль такой, ничего себе, Adidas это и сделал, да? Еще и украли, да? Да, не дошел, да, это же круто. Оказывается, наша идея не просто игра, да, такая Она детская, реальная, да? она уже реальная, да. А потом думаю, погоди, а кто будет платить? Adidas, да, но как, да? И написали с юротделом, да, и они посмотрели, через месяц сказали, я нахожусь в России и Украине, и веду расследование. То есть общаемся. Это они внутреннее расследование Да. сделали. И потом на следующий день, говорит, мы сами сделали, оказывается. И как раз таки она нашла источник в Украине и России, где вот отвертка, да, Эдми, аналог, там шорт-лист, и сразу первая работа — это наш Adidas. Ну, возможно, чистое совпадение тоже может быть, но наша идея, она реальна, да? Насколько это может быть, может казаться диким, нереальным, безбашенным. Да, в то время еще 2010 год, там дизайн-студия из Кыргызстана, да какой там Adidas, там, да никто бы не поверил, да? А на самом деле реально. И в фестивале, короче, только они начали, и мы участвуем, и в шорт-лист попадаем, да? Ну, самое главное, вот, внимание. Классное время было. А вот за всю карьеру какую работу вы считаете самой гениальной? Самой гениальной? Еще предстоит, думаю, потому что раньше думал, вот бамбук, да, либо молоко, возможно, и в принципе еще есть логотипы, и сейчас только отпустил, да. Тот Марсель был крутым, да, вот рядом Вауца, выходил бегом на сцену принимать золото, да. И потом очередное золото. И такой вот восторг, триумф. Red Zolbers, да? Да, я забыл Red про это Zolbers. сказать, надо что же про это сказать. Сколько у вас наград Red Zolbers? Да, 5-6, наверное. Но потом перестал участвовать. Перестал считать. А потом в мире за молоко золото взяли Чикаго, там, Дайлайн, да? И вот мы могли продолжать в таком же темпе, вот между вот этими скачками, сейчас как называют, квантовыми, да, очень большой пробел, потому что, ну, быт, жизнь, Деньги. За деньги работаешь, за еду работаешь. Такое, ребята, мне нужна работа просто.
Я помню в тот момент, когда мы начинали, вы работали в редакции газеты «Заман», Мгм. и для меня тоже это было очень ответственно, вырывать вас из стабильной работы и погружаться в Да, творчество. Да. Но, как показывает практика и судьба, это да, судьба, да, это да. судьба. Таких моментов много было с Эльдаром Айтматовым, да? М. Тоже поработал и такой покинул, да, такой безопасный гавань и не знаю куда, да, М. идешь и каждый раз открываться новые миры. Там каждой команде я просто ну, делюсь своим, не знаю, по желанию ставят треки, да, музыка любимые там, трендовые, разные, джаз, может быть, рок, или просто попса, да. И иногда рэп. Получаешь каждый раз новый вайб от новых людей. И это реально то, что питает тебя как творческого человека, да. И ты становишься богаче. Вот такие общения. Не знаю, вместе работаем, брейнштормим, это уже все мне достаточно. Это Да, чистый кайф, это да, чистый да, кайф, да. кайф реально. Мне это знакомо, я вот где-то, наверное, до 30 лет мне казался мир абсолютно понятным. Я думал, ничего меня не может удивить, да, к примеру. Сейчас мне 36, я понимаю, что я просто младенец. Это мир полный вообще магии, каких-то невероятных людей. Да. Ну, то есть, конечно, я мог предположить, что есть там таланты по всему миру, да, типа. Но насколько сам мир удивительный с точки зрения физики, да, вот квантовую Да, физику да, да. узнал, у меня голова перевернулась вообще, короче. После этого вот недавно я на съездил, там вообще, короче, новая реальность открылась, да, короче. То есть я познал, что такое душа, я познал, что такое Бог. Вот я, который всю Да. жизнь логикой жил, да, типа, теперь Да. верю в Бога. Как, да, типа, невозможно, но как бы жизнь, она намного удивительнее, чем нам кажется. И каждый новый этап, он еще более удивительный, как будто, ну, типа, Да. иксуется, каждый раз Да, да, иксуется. да. И вот я сейчас кайфую от того, что я опять стал как младенец, как маленький ребенок, который так удивляется, да. Да. Потому что делать нас старыми, это же когда ты перестаешь удивляться, когда ты можешь как-то описать своими умозаключениями все, что вокруг происходит, и типа ничему не Все удивляешься. предсказуемо. Типа Это... все предсказуемо, а ни хрена не предсказуемо. Да. Вообще ничего не предсказуемо. Вообще там... С одной стороны, это, возможно, тоже как посмотреть, предсказуемо, да, жизнь, ну, вот так, спиралью, как визуализацию солнца Да, видел, видели да. же, да? И вот так идет, и ты наверху, потом падает, обратно вернется, но восприятие надо вот очень со стороны надо смотреть. Ты видишь общую картину, ты падаешь, да? Ну, ничего страшного, сейчас дойдем до дна, и потом обратно, да? Это все предсказуемо, но ты находишься не здесь, то есть не расслабляешься, то есть ты вот это суете потоки, зум-ин, да? Вот этот беготня. А если вот так, то есть в космосе ты не слышишь, да, вот этот шум, гам, просто смотришь, зеленое, синее пятно — это Земля, да, ты вместе с Солнцем вот так летишь. И сезонную погоду, все меняется, тренды меняются, кто-то на пике, кто-то... Вот были 90-е, да, лихие, и не только у нас в СССР закрытом замкнут, ну, после распада, да, в мире тоже происходили такие тектонические сдвиги, да, вот в те времена первые компании это были ExxonMobil, типа BP, да, вот нефтяные компании, магнаты просто качает, ничего не делает, считает деньги и думает, считает, что сделали дело, да. Ну, легко так у них получалось. А потом IT,
Автомобилестроение тоже в пике было, обогнали, а потом технологии. Apple, потом все Microsoft, Sun, Microsystems, все, да, Facebook следом, все. Tesla сейчас, да, тоже предсказывали там провал, да. Вот цветет и пахнет. SpaceX — это невероятные вещи. То есть я не хотел жить очень долго, да, до старости, до 100 лет, а потом все вот это революционные какие-то безумные вещи Происходит? творятся. Да, вот этот Boston Dynamics, робот, так как ChatGPT. живой человек, ChatGPT, Midjourney, вот это все вдохновляет и вдохновляет жить дольше, да, увидеть еще больше безумного, да, нереального. То есть мы раньше жили, вот загадали, да, типа ковер-самолет, не знаю, в каком году, да, это античные времена, даже дальше, возможно, да. Сказки, мифы. И через, допустим, 2000 лет, 3000 да, лет. 3000 это реально, лет да? реальность. А сейчас вот, Каждые 5 лет что-то да, невероятно новое, да, да? да, да. И вот ракета запускается, и с той же ракетой вернулся, да. И, типа это в кино, мультиках было, и реальность. А сейчас уже давно, да, SpaceX могет, короче, доказал. Когда вы работаете, есть ли у вас какой-нибудь секретный ингредиент, который добавляет магии в ваши работы? Это у этого есть много имен, да, допустим, талантом называют, кто-то призванием, кто-то контракт с дьяволом или как-то очень по-разному, да. Смекалка, что-то изюмка, что-то. На самом деле это все любовь. То есть ты любишь свою работу, это и есть твой талант. То есть ты не можешь жить без этого, все время думаешь, развиваешь, держишь в голове, и в любой такой удобный момент, вот за идею, короче. Потому что ты любишь ее, постоянно вот развиваешь и собираешь вокруг себя таких людей, Которые и любят? свое дело. И, короче, я не вот начал, да, вот это, и, короче, Ханата, знаешь, вот пишу, вот компания, мы ведем сейчас ребрендинг, да, там, и для первый пункт изучаем аудиторию. Пишу, Ханат говорит, Марселке, Джо, андай емес, до 3 вечера встал, стирает, и что ты делаешь? Я же пишу, я работаю. Он говорит, у него, он оппонент, да, то есть реально вот он тоже горит желанием и хочет, чтобы это было реально круто, правильно все было. И вот парирует или контраргументы свой, даже не аргумент, а лучше просто идею показывает, рисует, пишет. И такой, да. Это творчество, в котором ставки каждый раз повышаются до бесконечности, да? Да, и каждый вдохновляет другого, да, или даже всю команду. Вот Искандер Асаналиев, ты же знаешь, да, наверное, знаком по его работам. Часы, которые только флеш, от японская компания выпустила, да, реальные часы. И это, думаю, это достижение. То есть просто у каждого разрозненного, да, каждого отдельного дизайнера тяжело приходится. То есть он то как есть, вот в луже, да, короче. В луже он думает о своих работах, короче, но при этом не соприкасается с другими, да?
Нет, в плане каждый страдает одинаково. То есть у него нет времени для своих проектов каких-то. То есть его левела работы никто не может обеспечить. То есть наши производители, бизнесмены, они не ценят вот это. То есть, говоришь, брендинг стоит столько-то, они говорят, короче, в смысле, это реально, да? Это не шутка, да? Типа? Да. Я, блеф или еще что-то, да? У меня такой покер-фейс. Нет, у меня обычный фейс, просто это обычная цена. И говорю, вот московские цены, да, номер один агентства России столько же стоит. Возможно, меньше она стоит, но это не суть. То есть, чтобы вы поняли, где наш вот этот уровень, да? То есть это просто показатель, для сравнения. Можете у них заказывать, как бы. А и сколько будет сейчас круто. урейник стоит? Последний проект 40 с чем-то. $40,000. Да. Полностью брендинг, да? Ребрендинг, да. Ребрендинг. Там еще стилистические решения по интерьеру. То есть не полностью интерьер, потому что готовые офисные помещения. Раньше были арендаторы, да. То есть все есть. Надо по мебели, декору, стилистические какие-то решения. И вот ты попал на выставку Эльдара Айтматова? Да, как раз вот у нас были нереальные сроки. То есть за месяц надо было решить, запустить ребрендинг процессы. То есть логотип, фирменный стиль, там визитки, бланки по стандарту и на открытие мерча еще. Не просто стандарт, а потом по интерьеру мебели, да, там ресепшн, кухня, а потом еще там консультанты, как у нас полукруглые, да, супер удобные, дружелюбные такие, без углов, да, крутейшие решения и красит картины Эльдара Айтматова. Я давно знал, что он гений, да, крутой художник, он прям пишет, да, и гордо, то есть очень радостно, да, вот такие ко-брендинги или ко-ивенты, да, кооперация, коллабы крутые, и картины реально очень высокого уровня, и еще одно удовольствие. А много компаний в Кыргызстане, которые могут заплатить 40 тысяч? Много их. Еще есть сферы, где могут платить там миллион. В Кыргызстане? Да. В Кыргызстане за брендинг? Да. Вообще удивительно. Или 2, допустим. Но это уже добрался до миллиона, то есть там другие реалии, то есть другие ценности, то есть реально по-другому смотрят на мир, и они, так подозреваю, они не спешат наперед планируют, допустим, ребрендинг, да, вот за месяц по интерьеру надо быстренько. Нет, они там планируют вот этот наш интервью, воркшоп по брендингу, да, а потом говорят, озвучивают там, возможно, бюджет и сроки, да. Допустим, это по-хорошему займет там год. Но можно уложиться за полгода, но некоторые решения будут компромиссными, поспешными. Да, например, это будет сказываться на качество. Если хотим, да, они хотят качества, тогда да, миллион. И это будет справедливо, как минимум, да, и если будет справедливо, конечно, будет кайфово. То есть на мировом уровне это будет касаться финтех, да, компании. То есть и там UI, UX, брендинг,
отдельно, но там еще больше IT-части, да, IT-продукт с UI UX, то есть супер удобный, да. Вот в свое время Ошка, молодцы, да, деньги запустили, потом сейчас у нас Мбанк. Но там тоже, я не спец, но вроде удобно. Но это можно сделать еще круче. Очень интуитивно, просто тынк-тынк, пару касаний, и самые такие сложные действия могут быть 3, да, 4. Очень круто, что у нас есть компании, которые могут за брендинг $1 миллион заплатить. Я реально удивлен. Я тоже не догадывался раньше, такой 5000, типа, ну, много, да, думал, и потом 10, 15, 18, 20, 30 и 40 такое. У меня развивался вот этот синдром Самозванца? самозванца, и такой думаю, это столько не может стоить, это же Кыргызстан, сам себе противоречит. Вроде бы все круто получается, да? А потом отбросил это, отпустил, деньги, да, проиграл, да. Короче, и принял. То есть многие, да, говорят, вот гений Марсель обо мне, да, презентует меня, и такой, да хорош, хватит, сейчас я заговорю, и все поймут, что я глупый какой-то, непонятный, да? С акцентом, да, еще? Да. И с орфографическими ошибками. Мне нужен логопед вообще-то. Нету русский язык 5 класса. Не знаю. Вы запускаете подкаст свой? Да. Вот, расскажите, о чем будет подкаст, как название? У меня название «Философия». Фил? Фил — это чувство, да? София — это мудрость. Я так просто ради игры, да? Забавы, игры слов, философия. Созвучно чуть и тянется, да? Философия. И игриво, прикольно, интересно, но потом разгадал, да, то есть мудрость в чувствах. То есть в чувствах есть мудрость. То есть очень коренные, глубокие мудрости, потому что это, мне кажется, очень взаимосвязано с интуицией. То есть ты просто интуитивно, да, вспылил или хочешь, или тебе радостно, разные чувства, да, возможно, даже гнева, они неспроста, или страха, тоже не на пустом месте, да, можно поизучать, и тогда ты лучше понимаешь себя, принимаешь себя, и тогда все легко и просто. Ну, подкаст будет про философию, про мудрость, и про бизнес тоже. Про брендинг, про бренд. И как раз я думал, вот Милан позвал, наверное, будем затрагивать тему брендинга, да? И, можно коротко, да? Конечно. Тизер такой, да. Трейлер, да? Тизер можно, но трейлер нет у нас. Вы этот канал создали? Да, нет еще. А когда записываться будете? После Нового года. После Нового года? Да. Вы уже гостей пригласили? Нет, это будет про брендинг. И, наверное, один гость есть. В принципе, очень будет интересно, возможно, новый проект. И как раз это такой совмещенный, да, это интервью на ребрендинг. С другой стороны, это подкаст. То есть у нас вроде все прозрачно и открыто, и я думаю, о философии бренда всем будет интересно, да? То есть бренд — это вообще что такое бренд? Если
рассказать простым языком и образно, допустим, да, чтобы всем было понятно. И потом начинаем разбирать бренд, да, и вот это очень увлекательно на самом деле. И как сейчас у нас бренды, есть крутые бренды, да, передовые, первые в своем или неважно, вторые, десятые, но круто в своем, да. И они блестят, звенят, да. Nike, там, Under Armour что-то очень крутое, интересное делает, допустим, следом за Under Nike. Armour? Да. И там, не знаю, не обязательно Apple, да, вот Mi тоже, то есть последователи Вы будете Бахас. подкаст делать по брендинг не только Кыргызстана, а весь мировой, да, типа? Это как отдельное понятие, как бренд, что это вообще такое, и из чего состоит, и как они взаимосвязаны, части, да, если просто перечислять, там вот есть машина, такое понятие, руль, колесо, там кресло, мотор, движок, коробка, да, непонятно, а как это все взаимодействие работает и что делать вообще, как транспорт, да, то есть это часть коммуникации, куда-то доехать, добраться. И раньше больше яснее было, то есть когда лошади, да, это мессенджер, чаварман, вот, всадник, да, то есть он вот этот канал, да, донести, что вот победа, триумфом победили, постройте нам королю или там генералу или Арку? арку, триумфальную арку там по главнокомандующему, допустим, да. И вот эта коммуникация, да, реальная. И вот это очень интересно. Сейчас бренды можно, да, стали как, ну, у нас такой месседж есть. Brands are new gods. Бренды новые боги, да. Это раньше были Зевс, Тор, Один, вот эти, да. И Юпитер, Марс и Афродита, все остальные боги. А потом другие легенды, не менее крутые, Ахиллес, да. Он не совсем бог, но да, он стал легендой. Мифология до сих пор держится, да. И там потом свежие, вот марвеловские супергерои тоже, те же вот мифологии небожители от Олимпа, да, или Атланта еще как-то. Вот такие сейчас бренды есть, допустим, Nike, да, он он бог мотивации, допустим, да, just do it, просто делай. А мы планировали сколько, да, подкаст надо запускать, написать, как мы, с кем. Вот давайте соберемся, пообщаемся, и вот пришло время, она вот так само собой легко получается. Круто, круто. У меня сейчас вопрос про критику и про отношение людей к работе. Ну, в смысле, вот бывает, если вы нарисовали гениальный с вашей точки зрения логотип, гениальный, ну, вы так считаете, Да. но при этом заказчик считает, что это бездарность, да, к примеру. Или там вот народ считает, ну, в смысле, вот где-то там опубликовалось, и люди думают, что, типа, не то. Как вы к этому относитесь? Ну, то есть, что важнее, ваше мнение, внутреннее ощущение или мнение публики? Обычно что хорошо в бренд-стратегии, да, сейчас еще и у нас есть такой инструмент, как бренд-стратегия, да, и там мы определяем какие-то ценности, да, компании, но не такие общепринятые ценности, как воздух, да. Мы ценим воздух, потому что мы без него не можем жить.
или люди, потому что у нас работают люди. И так да, они ценны, ты любишь, общаешься, делишься с идеями, да, и э, настроением, вайбом, и вот все это питается, и так оно есть. Качество. Да, конечно, это априори, да, по дефолту, короче, это человек должен сделать свой максимум, оптимально решать хотя бы, да, и очень качественно. Это не надо говорить, что у нас продукт качественный. Итак, продукт сам, но внутри что есть, почему ты любишь этот продукт сам? Вот вошел в это дело, допустим, ты продаешь Ашемфу Каракольскую, да? Ну, наверное, так подозреваю, и логично будет, что ты любишь Ашемфу. Некоторые говорят, нет, я не свой клиент. Допустим, Хорека, да, и я не люблю вкусно покушать. Ну, я И открываю ресторан, да. да, я не люблю оставлять большой чек за собой, типа, но если с ним ходишь, он очень прилично тратит, но для него это кажется мало, да? М. И такой диссонанс у меня. Так, много это сколько, да? Уже размыто, не понял, короче. Четвером посидеть, 10-15 тысяч сом, это для меня, в принципе, много, но могу позволить. То есть, если по вайбу, не знаю, по настроению просто, и собрались, и решили там посидеть, там, окей. Но если это мало, я не представляю, сколько много, да? Я имел в виду, если ты, например, свою работу любишь, Да. но публика не разделяет твою любовь, то есть она не ценит. Вот теперь мы собрались, именно такие люди, да? Хотим реально как даже не работа, больше играючи, да, безграничность, убрать. Ну, многие просят творческое. Раньше говорили о творческой свободе. А сейчас перестал вот это сам даже употреблять. Возможно, достиг, да, свободы какой-то. Мгм. И когда ты с клиентом на одном языке, на одной волне, то есть таких вопросов не возникает. Даже если возникает, я просто, как правило, у меня тогда первый вариант 90% принимают, да. И иногда бывают еще варианты. Чем больше вариантов, тем больше времени тратим впустую, и как в конце первый вариант выбирает. Это был лучший вариант. Но я предлагаю просто, если первый не зашел, но сразу это нравится всем, потом думают, советуются там, и вот это мутнение, потом говорят, нет, это же не про нас, и не полностью отражает. Я такая, окей, я довода привел, не помогло, идем дальше, другие варианты пробуем, потом говорю, вот это, и они сами резонно вопросы задают, как тебя, что бы выбрал и чем бы гордился. Конечно, первый вариант, но прежде я говорю про второй вариант, который не менее крутой, но вот это больше ассоциируется и больше отражает первый вариант, суть бренда, допустим, да. Второй тоже очень близок к сути истине, но он такой модный, возможно, просто, да, просто модный, стильный. Где-то там в Behance может выстрелить очень круто. Но вот это в фестивалях тоже имеет шансы, но в реализации надо очень идеально надо исполнять, чтобы это в Каннах, да, погремел, что-то получил, хотя бы в шорт-лист попал, да. И тогда не возникает. Да, бывают дискуссии, а потом доказываю. Вторым вариантом я говорю, вот это одинаково
Не ошибетесь, короче. Оба варианта верны, просто вот это точнее, вот это, возможно, обычный. То есть простым людям это заходит легко просто. У меня такой вопрос возник. Может быть, из детства или... Вы помните момент, когда вы осознали, что у вас есть талант? Да, благодаря родителям, особенности маме, я рос у бабушки, сам из Джумгала, и рос в Кочкарке, хорошо, да. И такой, я всю жизнь думал не знаю, до совершеннолетия, там даже не саях, да, Сарбаш, какой-то Чертаки, а потом это моя родина, Кошкар, а потом узнаю Джумал, да, типа, что происходит. А потом учился в этом Нарене. И вот тогда у бабушки я жил и налепил из пластилина. Ну, родители подарили, наверное, или пришлось купить для занятий в школе. И сделал, по биологии или зоологии, да, книжку увидел раптора, да, Тирекса, голову, иллюстрация, она такая мощная, да, челюсть. То есть это было первое такое, оказывается, были динозавры, и вот такие хищники, мега, да, крутые, огромные. Я налепил, и вот это каждый зубик, да, клык. Маленький он такой, небольшой же у нас пластилина были. И глаза, все, вот это, ручки, вот. Были ручки, не помню, но в общем, очень детально, да, сделал. И, короче, родители к этому моменту приехали, как раз я играюсь там. И отметили, типа, вау, круто, супер детально, и вот такие крохотные зубчики. Я бы, наверное, не запомнил про этот бюст, да, Тирекса, скульптуру. А сейчас я помню, да, это был такой момент. Вау, я, оказывается, очень круто сделал. Круто. А вот вообще в творчестве или там во всей карьере какая идея была самая прорывная, первая? Ну, то есть, понятное дело, что ты когда развиваешься, там, чередом идут, да, типа каждый там несколько лет, да? А вот самая первая, где вот пришло осознание, что можно, короче, двигать на мир или там требовать большего от судьбы, да? Это, наверное, несколько этапов, то есть это же путь становления как дизайнер, как личность. Как личность тоже влияет на твое творчество и дизайн. И вот один из первых, это был... раньше был форум, Деформ, дизайнерская форум, российский deform.ru, и там выкладывал свою работу. Параллельно дизайн Киджи тоже был, да? И там показывал свои наработки, логотипы, и появился Здислав, да, Владислав Деревянных, очень крутой екатеринбургский, Восток или Восход? Восход, да, рекламное агентство РАО «Восход». И он появился и подсказывает, да, как йода, короче, малословно, но в точку, да, ты глупый, туда не ходи, вот сюда, вот так надо, да, очень простым языком, доходчиво, и такой, оказывается, логотипы, вот нужна простота, оказывается, да, вот вычурность надо убрать, лишнее убрать, окей, понял, сенсей, короче, и вот ровно пошло, да, потом, понятно, это ясно. Это был прорыв, да, можно сказать, да? А потом еще одну книгу прочел, Тимоти Самара, он автор, элементы дизайна, и там полкниги рассказывает про правила, принципы дизайна, потом 14 штук их. И половина книги
нарушает эти правила. То есть обучает, как Как нарушать правила? нарушать правила. И такое. Ломать стереотипы, да, можно сказать. Я не воспринял вторую часть, в смысле, я только учусь. И перечитывал раз, по-моему, еще раз. И вот этот применил первую часть принципа правила, а потом, само собой, я такой уже насытился, да, все умею, как Нео, да, я уже I can do кунг-фу, whatever, да, это тайквондо, любая вещь, короче, все умею. Я готов продвинуться еще дальше. Такой, можно нарушать, оказывается. Как можно? Играешься, и, короче, принципа правил нет, да? Понимаешь? То есть правила надо изучать, применить и быть мастером правила, да? А потом ты понимаешь, что там нету правил. То есть ты никому ничего не должен, не должен соответствовать, доказывать еще, подстраиваться, да? Гну свою линию, и вот так появляется своя линия у автоконцернов, брендов. Допустим, Porsche, у него своя линия, и ничем не перепутаешь, и они не меняются. То есть меняются, но вообще не меняются. Или вообще не меняется, но меняется, да? И Mercedes. Ну, где-то теряет линию, там упустили, и такой, и появляется Франкенштейн, да? А потом все-таки, он же большие корпорации, и такой аудит проводят, не знаю, как-то корректирует и вернулся, да, в свою линию. Это про талант, наверное, любовь. Вот про талант или про гений, да, например, я долгое время думал, что я гений или там самый умный, да, типа. Но уже когда стал более зрелый, я понял, что каждый человек гений. Да. Просто проявления у каждого разные. Да? Кто-то в своем. Да, то есть, наверное, самая большая миссия в жизни — это найти именно свой гений. То есть то направление, в котором ты действительно с любовью занимаешься, у тебя очень получается, ты забываешь про время, ты делаешь это не потому что тебе платят, да, а потому что ты хочешь это делать. И вот там и есть как бы магия, да. И вот я вижу много молодых людей, которые себя ищут, и вот постоянные сомнения мешают им себя найти. Как человек, который себя нашел, что вы можете посоветовать, чтобы они не переставали пытаться? Вот как раз таки сомнения — это очень хороший источник энергии, которая вкладывается в твою личность. И вот ты перебираешь, получается. Вот так, правильно, неправильно. То есть если у тебя есть сомнения, ты готов учиться, да? И с другой стороны, вот касаемо таланта, да, и это же просто, как мы поняли, это, не как я понял, просто это любовь к своему делу, да, и это потом будет отражаться везде, в жизни, не знаю, в чем-то хорош, да, еще лучше становится в каждом аспекте твоей жизни. И надо найти сначала. А как найти? Надо же пробовать. Надо пробовать. Вот если у тебя есть сомнения, допустим, чем-то занимаешься и прям вообще не идет, не получается, да, наверное, это не твое, да. То есть я поработал там в Турции, да, там в Бодруме продавал фото туристам. Я знаю почти все языки, да, европейцы приходят. Английский, французский, с местным на турецком, да, русский тоже, да, в Бодруме их много. Все инструменты вроде есть, но я стесняюсь дико и, наверное, не люблю, да,
То есть общаться с незнакомыми людьми, что-то им продавать. Нет, не мое, короче. Через неделю уехал, да. То есть еще, по-моему, еще один раз была такая попытка. 2 раза попытался и такая... нет, 1 раз. Все, понял, это не мое. А когда я нашел дизайн, такой, да, это было иногда очень больно. Такой думаешь, блин, зачем я этим занимаюсь? Лучше пойду таксовать. Худой конец, не знаю, чем-то еще можно найти, да, себя в другом. И неблагодарная профессия. Пишут вот эти мемы, ты соглашаешься, да, дизайн. Я без этого могу жить. И идешь дальше. Хочешь идти, а потом, это же круто. Опять рисуешь, да? Чем занят дизайном? Ладно, пускай. А потом дун-дун-дун, и на весь мир погремели. Саймедиа, да? Стурар тоже потом отдельно как эпиграмм, и названия меняются, студии меняются, но вот это желание, вот это горишь желанием. И как раз здесь тоже, наверное, уместно будет на кыргызском душа — это джан, да? Звучит как джан, означает это душа, а еще такое, как называется? Джанат? На русском гори. Гори? Джан. Күй. То есть бұйрық, да? Бұйрық түрінде там велит, да? Гори. Вот дал тебе вот этот душу и гори. И когда мы говорим не просто гореть желанием, да, оно внутри тебя все это желание появляется, намерение, и вот толкает тебя не дать спать ночью, да, 2 часа ночи, блин, гениальная идея, где мой этот? Записываешь, потом думаешь, это слишком too good to be true, да, слишком круто, чтобы быть реальностью. Наверное, кто-то до меня сделал, наверное, пойду поискать, и ночью там сонный лазаешь, не нашел, и добиваешь, сделаешь, потом, вот так надо было поискать. Вот ты глупый, и находишь, блин, надо отпустить теперь вот эту конфетку, да, там, до этого был твоим самым прорывной идеей. И попрощался, все. Я люблю, но сентиментов отбросим, короче, все. Родил тебя, иди живи сам. Оказывается, такие, как ты, уже есть. Ну, потому что повтор получается, а тот живет своей жизнью уже, да, ты, да, свободен, и другие идеи. Все, мы закругляемся. Я желаю вам новых прорывных достижений. Подписывайтесь на подкаст «Философии». Философии. В скором времени, где-то в январе, наверное, выйдет. Подписывайтесь на Марселя Шишонова в Инстаграме. Подписывайтесь на этот канал. У нас будут очень интересные гости следующие. Всем спасибо. Спасибо, благодарю. Все. Хорошо.